поднимаемся наверх. Поехали. Мягкий звук. Здесь немножко должно щекотать. Самое находное радио Шагнакшет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гостем нашего радио является Сарантоя Жалцанова, композитор, певица, педагог по вокалу. Несмотря на юный возраст, у вас, Сарантоя, невероятно большой опыт музыкального продюсирования как в Москве, так и в Улан-Удэ. Вы автор многих песен. Вами оформлены ряд музыкальных спектаклей в Бурятском драматическом театре и в театре Улигыр. Плотный и успешный вы, причем давно занимаетесь детьми, как педагог по вокалу, так и продюсер. У вас маленький ребенок, семья. У меня вопрос, когда вы это все успеваете? Здравствуйте. Времени, конечно, очень часто не хватает. И это, я думаю, что у всех бывает. Ну, главное правильно распределить, поставить точные цели, что главнее сейчас сделать, что можно оставить на потом, что можно быстренько там вот прям ночью сделать. И, конечно же, мне помогает и моя семья, поддерживает меня, где-то подстраховывает. Я могу спокойно ребенка своего оставить бабушке, если мне нужно куда-то отлучиться, сделать работу огромную. Вы знаете, хотела спросить, Сарантоя, вы родились в семье театральных актеров. Уважаемые радиослушатели, небольшая ремарка для вас. Отец моей собеседницы Эрдени Батайчирович Жалцанов, художественный руководитель театра Улигыр, многократный лауреат престижнейшей театральной премии «Золотая маска», а мама Байма Владимировна, известный в Республике Бурятия театральный режиссер. И вот, Сарантоя, вопрос, каково быть дочерью, скажем, прославленных родителей? Тяжела ли ноша? Ну, могу сказать, что нет, не тяжела. Мне это очень помогает и помогало всегда. Хотя был момент, когда я очень хотела поступить на актерское, ну, вообще получить образование актера драматического, но мне оба родители, и мама, и папа сказали: нет, ты что? Это вообще очень сложно. Категорично. Да, прям. категорично нет. И сказали: занимайся музыкой, тем, что у тебя получается все-таки лучше. Ну, на их взгляд тогда. Тогда я еще не понимала, что там лучше у меня, не лучше, потому что я, в принципе, не занималась, да, актерским мастерством. Но они все-таки люди, профессионалы своего дела, и я думаю, что видели изначально, что туда мне соваться не нужно. Ну, есть же такое правило. Пункт 1. Родители всегда правы. Пункт 2. Если ты сомневаешься в праведности родителей, смотри пункт 1. Да, да. Я на самом деле очень уважаю своих родителей за то, что они адекватные в своем мнении. В своем образе даже, Да. родительских функций. Да, то, что они никогда не пытались меня где-то продвинуть, где-то протолкнуть. Вот у них, ну, я никогда этого не чувствовала. Чувствовала поддержку, да, за то, что я вот хочу делать, да, за то, что мне нравится. И полностью меня именно в этом деле направляли.
Вы, Сарантуя, закончили республиканскую школу для одаренных детей имени Бао Емпилова по классу фортепиано. Затем музыкальный колледж Чайковского, после Российской академии музыки имени Гнесиных. В любом случае, при наличии у ребенка самых великолепных способностей, природных данных, всегда нужен учитель. Человек, чье влияние даже иногда бывает несравнимо с влиянием родителей. Я хотела спросить, какому педагогу, учителю вы признательны? Да, таких людей у меня, к счастью, было и встречалось много. Именно тех учителей, которых я до сих пор очень люблю, уважаю, которые мне дали много своей любви и знаний. Но поступив в музыкальную школу Емпилова, я встретилась с Кимом Борисом Анатольевичем. Это был фантастичный, фанатичный, влюбленный художественный руководитель хора нашего театра оперы и балета. Я помню даже, когда он дирижировал, как его сияют глаза. Он, мне кажется, прямо сам утопал в этой музыке. Он, по-моему, жил. Кроме музыки, я не знаю, что у него существовало. Да, для нас он был как второй папа. В нас воспитывал взрослых музыкантов. Неважно, 5 нам лет или 10, или там уже более старшие, дети, 13-14. Все равно он с нами разговаривал как со взрослыми профессиональными музыкантами. И очень часто говорил, что если вы чувствуете, что вы не хотите этим заниматься, или просто пришли провести время свободное, то лучше сюда не ходить. То есть мы осознанно с раннего возраста ходили к нему на занятия, чтобы получить именно знания музыкальные, развиваться и становиться на музыкальный путь творческий. Это был первый человек, который для нас действительно был таким божеством. Очень жаль, что его рано не стало. Да. В конце мы бежим, разбегаемся, подпрыгиваем на я и такой отскок. Школа изначально называлась специализированная школа искусств для одаренных детей. Соответственно, педагоги там были тоже высокого уровня, которых до сих пор я тоже вспоминаю и очень им благодарна. Педагог по сольфеджио Любовь Ивановна. У меня был случай, когда в Петербурге я одно время училась в 5 классе. По сольфеджио все диктанты я писала самое первое, буквально там за 5 минут. Но при этом сольфеджио считается ведь одной из сложнейших предметов. Да. И Борис Анатольевич нам говорил, каждое занятие по хору, говорил, самый главный предмет у вас — это сольфеджио. У кого будет 3, тех я сразу же попрощаюсь с теми. Поэтому для нас сольфеджио — это было самым главным предметом, и мы старались всегда заниматься. Это основа основ музыкальной культуры. Основ, да. В Петербурге у меня через некоторое время педагог по сольфеджио спросила, где вы раньше занимались? Где вы получили такие знания? Колоссальные. Да. Кто вам ставил уши? То есть для нее это было шоком, что я приехала непонятно откуда, из Улан-Удэ, где этот город. И пишу все диктанты сразу же с 2 проигрываний. Это благодаря педагогу? Да, это благодаря, конечно же, Любовь Ивановне. На букву Н такую и тянем.
в дальнейшем, конечно, в колледже музыкальном у меня был прекрасный педагог по специальности Чоли Ярослав Михайлович, который тоже своей добротой, своей настырностью вложил в меня очень много знаний. Поставил мне, как говорили уже потом в академии в Москве, очень хорошие руки, мужские, по дирижированию. Вот, ему, конечно, тоже очень большая благодарность за его терпение, потому что время выпало на мой переходный возраст подростковый, характер был такой сложноватый, но он все стерпел. Ярослав Михайлович меня ловил везде в коридорах колледжа. Что, пытались отлынивать? Я пыталась отлынивать, да. Он меня всегда заводил в кабинет и говорил: так, ну что ж, надо немножко позаниматься. Я говорила: ну хорошо. Да. Ну и в Академии Гнесиных в Москве я встретила педагога по хору. Пришла первый раз на занятия, там 1 сентября. Мы начали петь там произведения Свиридова. И у меня полились слезы. Я не могла сначала понять, почему, но потом поняла, что это такое родное из детства. То есть у меня произошла такая некая параллель. Хор у нас вел Владимир Ануфриевич Семенюк. У него питерская школа. Та же самая школа, что была у Бориса Анатольевича. И вот я увидела, что это вот прям мое детство, моя любовь к Борису Анатольевичу. И вот она здесь уже снова возникла Настигла в лице, вас. да, в лице Владимира Ануфриевича. Для меня это было прям таким открытием. И вот я ловила каждое слово, что он говорит. И это, конечно, уже был уровень института, да, академии, более все глубже, более профессиональнее. И тоже ему огромное спасибо за его знания. Я получала огромное удовольствие от занятий хора. И вот есть такой педагог уже по специальности, тоже в Академии Гнесиных, Геннадий Александрович Дмитряк. Мы с ним познакомились на конкурсе в городе Магнитогорске, всероссийский конкурс дирижеров. Я ездила туда от колледжа музыкального нашего, Улан-Удэнского, на 4 курсе. И там я получила диплом за лучшее исполнение обязательного произведения. И также вошла в 5 финалистов. И познакомилась с Геннадием Александровичем. Он сам ко мне подошел, спросил: вы что, из Бурятии, из Улан-Удэ? Я говорю: да. Он такой: о, ничего себе, я служил под Уралом, где-то на Урале, вместе с Дугаржапом Дашиевым. Он говорит: вот, это такой голос замечательный, я до сих пор говорит, его помню, такой красавец, яркий, тенор. Говорит: у вас, у бурят, очень интересные, необычные тембры голосов. Вот, он прям расхваливал нашу бурятскую культуру, что он очень много знает, и то, что у него в капелле, где он работает художественным руководителем, работает Владимир Албатаев. Вот, то есть такая связь с бурятами, и он пригласил меня в Москву, сказал: если вы надумаете поступать в Академию, да, Гнесиных, вот, я там преподаю, можете прийти на консультацию. Я говорю: хорошо. Успех практически был гарантирован, Сарантая. Да. Вот, то есть я могу сказать, что мне действительно очень повезло с педагогами, которые на протяжении всей моей учебы, да, помогали и взращивали во мне музыканта. Вот. Их было очень много. Может быть, я не всех еще назвала, да, но действительно благодарна каждому педагогу.
Вы знаете, дирижирование – это, мне кажется, такая работа. Однажды я пригласила свою тетушку на концерт в театр оперы и балета. И тогда только начинал дирижировать много лет назад Жаргал Тактонов, Жаргал Фридрихович. А тетушка моя, ей было порядка, наверное, 70 лет. Она впервые, возможно, оказалась в таком заведении. Она просто была в восторге. До ее комментариев никогда мне в голову не приходило. Я видела огромное количество дирижеров, именитых и менее. Я восхищалась Ярыловым. Помните, дирижировал вообще? Я однажды в театре Российской армии его со спины узнала. Его изящные выпады и прочее. Оказался он главный дирижер. Я помню его со сцены оперы. Так вот, тетушка моя, закончился концерт, мы выходим, оделись, шагали домой, и она говорит: надо же, какая сложная работа. А я не могу понять ни с того, ни с сего. Я говорю: вы о чем? Она говорит: да я про дирижера. Я так посмотрела. Он 3 часа, как птица, махал руками. Мне показалось, что это намного сложнее, чем дрова колоть, сено косить. То есть ассоциативно человек же мыслит в зависимости от своего быта, житейского опыта и так далее. С тех пор я всегда, глядя на дирижеров, удивляюсь. На самом деле это колоссальный труд физический. И ведь дирижеров женщин очень мало. Я была однажды на концерте Вероники Дударовой, знаменитая осетинская школа, но я тогда была в восторге. Она очень, так же, как Валерий Гергиев, у них одна школа, они очень экспрессивный, такой южный темперамент, колоссальный. Мне кажется, иногда же, я не понимаю, конечно, глубоко вот весь смысл, но вот и лицом, каждый палец, наверняка даже, мне кажется, и оркестру удобно вот это читать с листа. Даже, мне кажется, половина ноты, половина еще видят они на лице, в глазах, в эмоциях самого дирижера. Вообще специальность дирижер — это, там не главное размахивать руками, да, там не важно, у женщины ты учился или у мужчины, по большому счету, да, там очень важна хорошая голова, мыслительные все эти процессы, знания, естественно, потому что ты становишься руководителем большого количества людей. Конечно, это воедино собрать разные инструменты, струнные, ударные и прочие, клавиши собрать в одну, порядка 150 в среднем, скажем, да, симфонический оркестр, и как один организм работать. Это же, мне кажется, фантастика просто. Да, и быть, конечно же, для них авторитетом. То есть ты должен знать больше, чем они. Ты должен уметь показать лучше, чем они. То есть если ты будешь их слабее, там, да, чего-то не знать, конечно, у них не будет этого уважения и желания, да, тебя слушаться. Под вашим руководством да, играть в оркестре. Да, поэтому дирижером нужно быть таким очень сильным, с характером, умным, да, теоретиком хорошим, да, со знаниями. Профессионалом. Да, можно дирижировать даже и без рук, дирижировать бровями, там, глазами. Люди дирижируют без дирижерской палочки, даже локоть от тела не отрывая. Не обязательно же прям как такие орлиные взмахи делать. Да, конечно. Для этого существуют репетиции, на которых как раз-таки дирижер показывает свое мастерство, объясняет, как эту музыку нужно играть, читает и показывает в нотах то, чего не видно сначала, раскрывает полностью суть произведения, характер и что здесь должно быть. Вот, а на концерте уже все это складывается в музыку. В один большой поток, который поражает слушателей, наверное. Да. Спасибо.
теперь вопросы, связанные, Сарантуя, с вашей профессиональной непосредственно деятельностью. Вы, будучи в Москве, участвовали в таких масштабных, на мой взгляд, проектах, как «Битва хоров» в команде Александра Буйнова, Виктора Дробыша. Каким образом вы попали или вообще каким образом вы были задействованы в этих проектах? Что вам дал этот проект? Какой опыт вы приобрели? Это, мне кажется, было такое, знаете, на телевидении массовое сумасшествие. Я помню, когда эти битвы хоров начались. Искренне все воевали. Да, проект был очень интересный и необычный на тот момент. Это было в год окончания академии. То есть я после окончания приехала в Улан-Удэ, увидела эту рекламу по телевизору и думаю, ой, какой интересный проект, очень интересно, что же там будет, и какие хоры, ну, то есть вообще какой репертуар, что и как будет происходить. И буквально там через 2 дня мне позвонили из Москвы, моя подруга. Она тоже училась в Академии Гнесиных. Она мне позвонила и сказала, вот, здесь набирают, не хватает хормейстеров на один проект телевизионный. Я говорю, неужели «Битва хоров»? Она говорит, да, вот, да, на «Битву хоров». Мечты сбываются. Нам нужны, вот не хватает хормейстеры. И, конечно же, говорит, я приглашаю тебя со мной поработать. Я говорю, конечно, с удовольствием. Это прям для меня было огромной радостью, что я буду участвовать в таком проекте в качестве хормейстера. Вот так и началось мое сотрудничество с каналом «Россия», с телевизионными проектами. И вы потом уже участвовали в огромном количестве разных проектов, и с детьми связанных и так далее. Да, вот 2 сезона «Битвы хоров» было. Это на самом деле очень большой опыт, интересный. Очень много знакомств интересных, опять же, полезных, которые потом в будущем и до сих пор мне пригождаются. Да, пригождаются. И меня пригласили еще на один очень интересный проект. Это канал «Евразия-1», казахстанская телекомпания, «Лучший город Казахстана». Тоже вот типа «Битвы хоров», тоже участвовали, соревновались города, 16 городов Казахстана. И также были небольшие группы участников, по 10 человек, где моя команда выиграла из города Атырау. Это тоже дало большой толчок для сотрудничества с другими, с новыми музыкантами. Но уже зарубежными, получается. Да. После «Битвы хоров» вы переметнулись в театр. Стали участвовать в музыкальном оформлении театральных постановок. Пришлось работать с такими именитыми нашими театральными режиссерами, как Олег Юмов, с Янной Туминой, театр «Улигер», Бурятский драматический театр. Как вы оказались в совершенно другом формате? Расскажите, пожалуйста. Изначально, так как моя мама режиссер в Бурятском драматическом театре была, ей нужно было для одного спектакля сочинить буквально пару композиций и песню. И, наверное, то есть до этого все-таки, мне кажется, моя мама меня считала таким еще ребенком, да. А тут, когда я уже в Москве начала более плотно работать, да, появились у меня вот эти телевизионные проекты. Мне кажется, моя мама немножко по-другому на меня начала ценить, потому что родитель, как правило, недооценивает ведь детей. Ребенок есть ребенок. Возможно, да. Тут мама ко мне обратилась с просьбой помочь ей в спектакле. Конечно, мне было очень приятно такое предложение услышать. Я с радостью решила помочь.
как шло сотрудничество с Яной Туминой? Это знаменитая Руслан и Людмила, это титулованная дама, режиссер с именем. Да. Требования, вот особенности. Мгм. Ну вот после такой работы со спектаклем моей мамы ко мне поступило предложение от директора театра «Ульгер» Байырмы Гурдакбаевны с тем, чтобы я попробовала поработать над 2 спектаклями. Это музыкальный магазин и повесть о Петре и Февронии. Когда она сказала, что повесть о Петре и Февронии будет режиссер Олег Юмов, я вот не знакома была с этим режиссером, но я была наслышана. Я немножечко так, как сказать... Засмущались? Да, я засмущалась, и плюс для меня все равно новый режиссер, новые люди, не моя мама, да. С мамой куда проще. Да, возникли некие сомнения, а смогу ли я, это все-таки уже более ответственнее. Затем, когда она сказала, что музыкальный магазин будет делать режиссер из Москвы, я тут еще больше засомневалась. Но мне мама помогает в таких случаях. Она меня поддерживает и очень часто вселяет в меня веру в саму себя, в свои силы. Было у меня ощущение, что когда пишешь песни, это так вот, композитор, композитор, да? А вот когда ты пишешь уже музыку для спектаклей, это уже композитор, уже с другой буквы композитор, да. Это не просто композитор-песенник. Да. То есть это вот действительно новый уровень. И мне захотелось попробовать свои силы, испытать себя и, конечно же, идти дальше, нужно развиваться. Познавать. Да, познавать. Яна Тумина — это, я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Ее называют режиссером новой эпохи. Да, режиссер новой эпохи, но вот она как женщина небольшого ростика, да, хрупкая, очень миловидная женщина, да, внешность у нее такая, но такая сильная энергетика изнутри исходит, что она становится вот для тебя очень большой, огромной. То есть она может охватывать полностью вот это помещение своей энергетикой, что ты думаешь, ого, ничего себе. Вот это сила. Да. Это завораживающая сила в ней наверняка такая. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Поработав с Яной Туминой, я поняла какое-то... То есть я взглянула на театр кукол с другой стороны, что это такая многогранность, столько возможностей. Мне кажется, в драматическом театре даже меньше. Плюс это вот что-то волшебство какое-то, да, мистика, вот это детства. Вот. Да. Вот, то есть приемов различных неописуемое количество, и это все может быть. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Работа с Юмовым, мне было очень комфортно с ним работать. Я увидела профессионала с большой буквы, человека, который четко знает, что он хочет увидеть, и очень требовательный.
И мне это нравится в людях и в профессионалах. Вот я была, конечно, в восторге. Просто мне кажется, у многих есть такое, какое-то отношение к театру кукол. А что там куклами, да? Да, слегка такое пренебрежительное. Да, пренебрежительное отношение. И, может быть, у меня тоже такое было, поработав вот плотно с театром Ольгер весь прошлый год, я поняла, что это такой отдельный мир. Согласитесь, что театр Ольгер является одним из самых титулованных, несмотря на юный возраст, несмотря на то, что у них нету прибежища, скитаются и так далее, они обладатели и не раз получали театральную премию «Золотая маска». Да, это единственный театр в Бурятии. Да. Это гордость наша. Это гордость. Попробуем? Все вместе. 3, 4. Старые бары, растабары, утамары, куры, старые тары, бары, растабары, утамары, куры, старые тары, бары, растабары, утамары, куры, старые. Вот мы подошли к детям. Вот за последние годы, скажем так, вы большую часть времени проводите с детьми, как с собственным ребенком, и большая часть работы связана именно с детьми. Вот почему, Сарантоя? Наверняка эта работа гораздо сложнее, я уверена, труднее, чем работа с другой возрастной категорией, другого формата. Это для меня тоже такая загадка, как я пришла. Потому что, когда я только приехала в Москву, поступила в академию, отучилась год, естественно, я поняла, что Москва — город дорогой, и всю финансовую часть мои родители не могут на себе тянуть. Мне нужно работать самой. И плюс уже начинать как-то становиться на ноги, так. Взрослеть. Да, взрослеть. Я пришла в музыкальную школу, это первое место, куда идет музыкант после училища, куда работать. Музыкальную школу. Хормейстером. Меня сразу поставили главным хормейстером младшего хора, потому что у меня уже был, статус того, что я студентка Академии музыки имени Гнесиных. Без вопросов. Все, руководитель. Вот. Это тоже доверие. Да, все-таки статус университета, очень, до сих пор работает. Ну-ка, малыши, попробуйте мне изобразить противную кошечку. Малыши. Не добрую, а вот противную. Давай еще. Я поработала 1,5 года, поняла, что это так тяжело, действительно, это эмоционально тяжело, потому что постоянно приходится их завлекать, то есть тратить огромное количество энергии, чтобы они не разбежались и не потеряли внимание к тебе. У меня были такие моменты, когда мне было 17 лет, 18. Педагогического опыта нет. Педагогического опыта нет, да. И были моменты, когда мне во время занятия хотелось расплакаться, потому что меня дети не слушаются. Или стукнуть их. Стукнуть, конечно, нет, но вот... От собственной бессилия, от безысходности. Да, я помню, что у меня были моменты, когда я просто отворачивалась от них. Глаза мои не видели. В душе обижалась на них, и у меня так тихонько текли слезы. Но я этого, естественно, не показывала. Потом брала себя в руки, обратно поворачивалась и... Опять улыбаясь? И пыталась их еще наругать, отругать за то, что они не слушаются. Я поняла, что это очень тяжело, и я ушла. Хотя директор, я говорю, мне очень везет с людьми. Директор, она, хоть я и молодая была, но она мне всегда шла навстречу все эти 1,5 года.
Она мне очень быстро поднимала зарплату. Она меня старалась на разные конкурсы с моим хором отправить, да. Мы там тоже участвовали, где-то что-то заняли, я уже так плохо помню. Что-то мы выиграли. А детей не жалко было оставлять, бросать? Жалко было, да. Особенно в тот момент я это почувствовала, когда я им это говорила, что с ними теперь будет заниматься новый педагог. Да, было жалко. Я увидела в их глазах тоже печаль и грусть. Вот. Ну, на тот момент я подумала, что нет, все, я больше с детьми работать не буду. И у меня таких моментов было несколько. Я потом ушла работать со взрослым коллективом, с профессионалами. То есть, конечно, с ними намного легче, потому что они уже образованные, они очень много знают, они понимают тебя с полуслова, и им самим интересно, да, это. И вы чувствовали себя комфортнее? Конечно, я чувствовала себя комфортнее, да. Но так складывалось все время, что меня какая-то сила неведомая возвращала к детям. Сталкивалась с детьми. Да, сталкивалась с детьми, и мне постоянно приходилось вот с ними снова работать. Но ты Бог шельму метит, говорят сарантоя. Так и получилось, наверное, с вами. Вот в последнее время появилось такое понятие, как детская эстрада. Вот раньше мы знали только один коллектив, вокальный, всесоюзный детский хор был, пионерский, под руководством Попова и не более. Все песни были только оттуда, что с телевидения, что с радио. А сейчас дети практически не исходят с экранов телевидения. Причем участвуют в таких, знаете, разножанровых передачах. Понятно, что это «Синяя птица» ангажированная, это «Голос», «Дети», «Супер». Любой маломальский канал, уважающий себя, проводит подобные вещи. Вот ваше мнение о современной детской эстраде сарантоя, как вы считаете, не перебор ли? Нет, не перебор. Я считаю, что наконец-то у нас развивается сфера детского искусства, и его показывают по телевизору. Мне кажется, что это очень нужно и очень важно для детей, для будущих детей, да, и для нынешних маленьких, да, детишек, которые все это видят и стараются тоже развиваться. Им интересно заниматься искусством, им интересно петь, танцевать, на кого-то быть похожим. И хорошо, что им хочется быть похожим на ребенка, да, который в телевизоре, да, а не на взрослого. И они сами развиваются, смотря на детей, которые уже добились успеха, уже попали на экран. Мне кажется, это очень нужно, и это очень правильно. Педагог, конечно, очень важен, но еще важно у ребенка его усилия. Мотивация. И мотивация, да, чего труд. Он хочет. Труд, конечно же, трудиться. Все великие музыканты, все великие певцы утверждают многие годы, веками о том, что талант – это 1%, 99% – это неустанный труд. Для того, чтобы этот талант огранить. Да, да. Чтобы алмаз стал бриллиантом, нужна огранка.
Начиная с 2013 года, Сарантоя, вы являетесь саунд-продюсером, хормейстером, педагогом детской вокальной студии Мунгун Хонхонут «Серебряные колокольчики». Кто вас увлек этой идеей? Идеей создания вокальной группы и выпуска диска с детскими, именно с бурятскими детскими песнями. Это давно забытая, практически забытая часть или пласт культуры, детской субкультуры. Идея этого проекта принадлежит Дымчиковой Жанне Чемитовне, которая очень активную ведет работу над сохранением бурятского языка, популяризацией бурятского языка, внедрение, да, так скажем, в школы, в детские сады. Это не только наши диски, но и литературные издания, различные детские книжки с загадками, со стихами и так далее. То есть очень большую работу она проводит именно в этом направлении. И мне посчастливилось в том, что она пригласила меня изначально быть хормейстером. То есть собрать детей, создать некий маленький ансамбль, чтобы выпустить диск новых бурятских песен для детей, молодых композиторов Бурятии. Это первый диск «Бейтамо Боло». Да, «Бейтамо Это из Боло». 18 песен. Да, да. Вообще, на самом деле, чего греха таить, Сарантуя? Наши дети, я имею в виду современных бурятских детей сейчас, практически не знают бурятских песен. Вот если говорить честно, это вот на слуху порядка 4-5 максимум песен, которых вот из поколения в поколение, наверное, вот лет 50, мне уже за 50 далеко. Я помню, я пела песни бабушкины, старинные, там, «Кавалерин дун», «Анонери», там, «Ворошилский стрелок», и «Шур-шур-дуте», там, «Шобунжниги далите». Чуть-чуть я уже была взрослой, даже далеко не юный, когда появились песни там «Чебурашка», там, и так далее, «Топ-топ», «Табаро» и так далее. А сейчас-то дети не поют. В детском саду, вот по программе, единицы песен, и то музыкальный руководитель может просто, ну, что называется, через колено заставлять детей приобщаться к этой субкультуре. В начальной школе и того меньше. Хотя у нас дети ведь изучают бурятский язык где-то, и то песенная культура там занимает очень незначительное место. А во второй диск ваш, он был издан 2 годами позже, вошли аж 21 песня уже. Туда какие песни вошли, кто были авторами? Второй диск, тоже по идее Жанны Чемитовны, вошли песни советских композиторов Бурятии. Вместе со мной работает Сесыгма Цыбиковна Ренчинова, педагог по вокалу. И она мне помогала вот найти все эти песни в сборниках. Мы перерыли с ней несколько томов песен. И, конечно, их очень много. Это не 21 песня, да, и очень много интересных песен, и хотелось каждую использовать, каждую заново исполнить в новой аранжировке, но мы так сделали отбор, и получилось вот у нас даже не 21, 19 песен советских композиторов, и 2 мы включили новые песни, написанные мной и Нараю Наранбатор. И 31 июля, это практически получается у нас анонс в нашем интервью, радостная новость для всех поклонников детского коллектива Мунгун Хонхонут. 31 июля состоится концерт, большое грандиозное мероприятие в Русском драматическом театре «Ипнерендерле Дун». Это песни «Согласие и дружбы», где принимает участие наш коллектив детей и из внутренней Монголии Китайской Народной Республики Ихшик Долон. Угу. Тогда вы уже публике представляете 3-й диск. Да, 3-й диск новый. Он состоит полностью из моих песен.
В этом диске 13 песен, одна из них посвящена герою Российской Федерации Алдару Циденжапову. И мы решили назвать наш третий диск названием этой песни. Первые два диска у нас были в основном для детей младшего возраста. И мне захотелось все-таки больше, посвятить уже песен для подростков, именно для детей, которые вот-вот скоро станут уже взрослыми и будут петь совершенно другие песни. Ну, вообще, мне, знаете, я так предваряюсь, скажу, я в восторге была. Би-модель. Какая песня была? Супермодель. Би-супермодель. Но вообще это Эрдени Гармаев поет вообще. Я тут как фанатка говорю коллективом. Это вообще, конечно, супер. Но мне кажется, что у них должны быть свои песни. Должны быть свои песни, пускай там, если о любви, там, о какой-то школьной, там, первой любви, о дружбе, конечно же. Более серьезный материал, не детский, допустим, с военной тематикой. Я бы еще, знаете, хотела бы такой прям, знаете, социальный заказ, чтобы там музыкальные элементы были, знаете, битбокса, рэповские напевы вот с этническими красками и так далее. Вот это вообще было бы супер для подростков. Да, я очень надеюсь, что мы это сделаем уже в следующем, Вроде, вот Алехандзе слушаешь, но это для 18+, 21, 25-летний. Его слушали Монголия, Китай, и в Москве, и Санкт-Петербурге. Я видела бурят, мальчиков, девочек, студентов, которые прямо не сползают с Алехандзе. Вот так подобное нечто в режиме 14+, 12+, это было вообще бомба. Да, конечно, для этого нужны подготовленные детишки, которые в этом жанре смогут это все исполнить. Да. У нас получается, что сейчас есть костяк детей, но вот пока что для именно этого направления, рэп-направления у нас не было таких исполнителей. Но я надеюсь, что в будущем, в ближайшем мы коснемся. Это пусть ваше интервью будет призывом к тому, что уже начнется поиск таких талантливых детей.
Я полагаю, что на самом деле издание диска, подборка песен, аранжировка, техническое оформление, я имею в виду, это работа педагогов, отбор и учеба, подготовка детей, потом это костюмы, это клипы, которые снимаются. И я полагаю, что это на самом деле не рублями исчисляется, с несколькими нулями, скажем. Это очень затратная, финансовая, хлопотная ноша. Кто решает эти ваши проблемы, кто как занимается, как вы дифференцируете ответственности, роли, функции, вот когда работаете над такими масштабными вещами, как эти диски, клипы с участием детей коллектива Мунгун Хохонут? Нам помогает правительство Республики Бурятия. Работа началась еще при министре культуры. Тимур Гамбажапович Цибиков нам очень помог с созданием первого диска, второго диска. И сейчас продолжает помогать новый наш министр культуры Саилма Баиртуевна Дагаева. Огромное спасибо. А ведь появилось еще такое подспорье, как гранты. Да, мы каждый раз подаем заявки на гранты и выигрываем их. И это нам покрывает огромную часть работы. И клипы, и записи песен, заказ аранжировок, заказ костюмов. Над костюмами у нас работали Елена Самбарова, Баирма Митупова. Вообще очень много людей, которые вложили свой труд в создание всех этих дисков. И аранжировщики, мы работаем не только с нашими улан-удэнскими. У нас в Улан-Удэ нам записи мы делаем у Павла Карелова. Первый диск делали с Николаем Силиным. Аранжировки также Павел Карелов. Открытие для нас было в прошлом году Евгения Гергешкинов. Также, конечно, работа с Запада, с Москвы. Мои друзья Антон Слепченко, Александр Леничко, Ильгиз Хусаинов. Очень много аранжировок сделали из Монголии, Нараю Нарамбатор и другие монгольские аранжировщики. Видеосъемка, фотографии. Да, видеосъемки, фотографии, клипы нам снимали студия Улзар, из Монголии Пуревдорж. То есть это огромная Подхоев. команда. Юрий Подхоев, да, Юрий Подхоев. Баирма Жалцанова тоже снимала клипы. Это великое подспорье, когда есть друзья, когда есть люди, которые с открытой душой стремятся помочь, поддержать подобные проекты. Мне кажется, им воздастся. Вообще у нашего коллектива, детям нашим, да, кто у нас в Мунгун Хохонут, им очень повезло, потому что активная концертная деятельность, постоянное участие в различных конкурсах. У нас есть солисты, которые завоевывали уже премии лауреата, гран-при. Я вот как раз-таки о конкурсах СРНТ хочу сказать. Вот когда я слушала детей на конкурсе на Ране, то я потом ГГ Аласауда и так далее, там уже в течение, по-моему, 5-6 лет поют под ваши минусовки от имени Мунгун Хохонут. Потому что на самом деле до этого что было? До этого был баян, до этого были несколько инструментов, еще не слаженно исполняемых вместе, там дуэт или там трио и так далее, народные инструменты, фортепиано. А сейчас, по-моему, вы не закрепили авторское право, вы пустили это все на вольные хлеба. Каждый может пользоваться этим богатым материалом. Да, это все в открытом доступе. Это все прилагается в дисках. То есть у нас диск с плюсами и также диск с минусами. То есть те, кто приобретают наш альбом, полностью обеспечен, да, на исполнение. Учи и пой.
там есть ноты, да. Да, есть ноты, ведь слова песен написаны. Написано перевод. Сойл.ру. Вот в интернете можно все брать. Я думаю, господи, почему же мне уже за 50, я бы давно это все... Но я с внуками мечтаю и буду это точно реализовывать. Пожалуй, все. Я, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, еще раз должна вам сказать, что сегодня у нас гостем бурятского радио была замечательная, талантливая, фееричная, умная, мудрая, молодая, красивая. Бог ведь сразу много не дает Сарантуя, имейте в виду. А вас Бог наградил невероятно большими, колоссальными способностями. Развивайте, творите. Зовут эту барышню Сарантуя Эрдениевна Жалцанова. Это ваше первое интервью. Да, Да. такое большое первое. Мне, да. Дунгар Пасхадиевой, необычайно повезло. Я Спасибо впервые большое. вас интервьюирую. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Да пребудут с вами 3 драгоценности. Удачи вам, счастья. Спасибо большое. Дахин улзатара байрте. Байырте. Дома тренируйтесь, чтобы получалось. Ну что, получится обязательно. Жылдым же, зорик бадырмых желе.